Оглянитесь вокруг, все находится в движении. От мельчайших частиц пыли, танцующих в солнечном луче, до небесного балета планет и звезд, Вселенная — это симфония движения. Даже кажущиеся неподвижными объекты, такие как стул, на котором вы сидите, находятся в постоянном движении на атомном уровне. Это фундаментальная истина, что движение является естественным состоянием Вселенной, захватывала мыслителей на протяжении тысячелетий. Наши предки смотрели на ночное небо и видели закономерности в движении звезд. Они наблюдали циклические путешествия Солнца и Луны. Эти небесные наблюдения положили начало самым первым исследованиям природы движения. Что заставляет вещи двигаться? Почему одни объекты движутся не так, как другие? Эти вопросы ознаменовали начало долгого и увлекательного путешествия к пониманию одного из самых фундаментальных законов, управляющих нашей Вселенной, закона инерции. Древние греки были одними из первых, кто формализовал свои мысли о движении. Аристотель, зоркий наблюдатель за природой, предположил, что естественным состоянием объекта является покой. Он считал, что объекты движутся только тогда, когда на них действует сила, и что они естественным образом возвращаются в состояние покоя, когда эта сила устраняется. Хотя эта точка зрения согласовывалась с обыденным опытом, она была в конечном счете неполной. Идеи Аристотеля, хотя и проницательные, были ограничены преобладающим пониманием его времени. Понятие трения, силы, препятствующей движению, еще не было полностью осознано. Это привело к неправильному представлению о том, что объекты естественным образом замедляются и приходят в состояние покоя, потому что это была их внутренняя тенденция. Однако, несмотря на свои ограничения, работа Аристотеля заложила основу для будущих мыслителей, которые усовершенствовали и оспорили его идеи. Семена идеи инерции были посеяны именно в этот период. Такие философы, как Иоанн Филопон в VI веке, начали подвергать сомнению модель Аристотеля, предполагая, что движитель сообщает объекту наклонность к продолжительному движению. Эта наклонность, позже усовершенствованная в концепцию импетуса, была шагом ближе к пониманию инерции. Она признавала, что объекты могут продолжать двигаться даже после того, как первоначальная сила была устранена. Именно в эпоху Возрождения наше понимание движения претерпело революционный сдвиг, во главе которого стоял итальянский эрудит Галилео Галилей. Путем тщательных наблюдений и гениальных экспериментов Галилей бросил вызов давним убеждениям Аристотеля и проложил путь к новой эре научной мысли. Его эксперименты с наклонными плоскостями позволили получить важнейшие сведения о природе движения. Галилей заметил, что шар, катящийся вниз по наклонной плоскости, ускоряется, а шар, катящийся вверх, замедляется. Это согласовывалось с идеями Аристотеля. Однако Галилей сделал ключевое наблюдение. Шар, катящийся по ровной поверхности, продолжал двигаться с относительно постоянной скоростью и направлением на значительное расстояние, прежде чем остановиться. Это наблюдение противоречило точке зрения Аристотеля о том, что движущиеся объекты естественным образом приходят в состояние покоя. Галилей рассуждал, что если бы трение можно было исключить, то шар на ровной поверхности продолжал бы двигаться вечно с постоянной скоростью и в том же направлении. Это глубокое понимание легло в основу его концепции инерции: объект, находящийся в состоянии покоя, остается в покое, а объект, находящийся в движении, продолжает двигаться с той же скоростью и в том же направлении, если на него не действует внешняя сила. Это было радикальным отходом от физики Аристотеля и ознаменовало собой поворотный момент в нашем понимании движения. Опираясь на основы, заложенные Галилеем, сэр Исаак Ньютон, английский физик и математик, кодифицировал закон инерции в своем новаторском труде «Математические начала натуральной философии», опубликованном в 1687 году. Первый закон движения Ньютона, часто называемый законом инерции, элегантно гласит: всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние. Гениальность Ньютона заключалась не только в формулировке закона инерции, но и в разработке всеобъемлющей системы классической механики, которая объясняла, как силы взаимодействуют с объектами, создавая движение.
Его три закона движения, в основе которых лежит закон инерции, стали мощным инструментом для понимания и предсказания движения объектов, от повседневных до небесных. Формулировка Ньютоном закона инерции произвела революцию в нашем понимании Вселенной. Она объяснила, почему объекты сопротивляются изменениям своего состояния движения и почему для того, чтобы привести объект в движение, остановить его или изменить его направление, требуется сила. Этот принцип, обманчиво простой в своем утверждении, имеет глубокие последствия для нашего понимания физического мира.